Говорить о породе и сложно, и легко. Это порода самобытная, древняя порода, одна из древнейших пород отечественных пород в Российской Федерации. Я в 2015 году об этом писал Владимиру Владимировичу Путину, что по отечественным породам надо создать государственные конные заводы для охраны генофонда этих пород. Дело в том, что хотя нашим конникам это не нравится, говорят, мы же тут, мы же конники, мы сохраним. Ни в одном цивилизованном государстве нет такого, чтобы генофонд не охранялось государством. Допустим, в тех же арабских странах, где сотни миллиардеров, заводчиков, государство им не доверяет генофонд арабской породы. Есть государственные конные заводы. В той же Англии каждый англичанин конник от плоти и крови. Есть государственный конный завод Ньюмаркет, в котором я был, видел этот завод, видел его работу, видел его питомцев. Вот. Такое же положение в Германии, Чехии, Польше, Турции и так далее. В нашей стране этого нет. Поэтому я, повторюсь, в свое время написал Владимиру Владимировичу Путину. Не знаю, дошло мое письмо или не дошло, или, скорее всего, не дошло. Вот. Я это письмо повторил в этом году, буквально недавно, в более краткой форме. Вот. Поэтому сейчас сложная обстановка, много пород гибнет, теряются, исчезают, потому что начинают одни в коммерческих целях проливают кровь других пород, другие по незнанию проливают кровь, а пролитие крови – это ближайший путь к угасанию породы, потере породы. Вот. На нашей памяти в начале 20 века двух пород не стало в нашем регионе, на юге России. Это азово-черноморская порода и древняя известная ногайская порода. Обе породы исчезли во время выведения донской породы. Вот, и дальнейшей работы с ними, пролитиями крови, обе породы они исчезли. Дабы не случилось такое же положение с нашими породами, я поэтому пишу президенту, прошу его создать небольшие государственные конзаводы. Сейчас имею информацию, что теперь уже не я, после второго письма моего в этом году, что мне говорят, уже не вы одни беспокоитесь об этом, значит, есть и другие энтузиасты, любители отечественных пород. Вот. И они тоже пишут, говорят. Так что, возможно, президент России вникнет в это дело, и эти заводы будут созданы, и эти известные породы, древние породы, могут быть сохранены. Ибо сейчас увлеклись ипподромными скачками, это английская чистокровная порода, ею, арабской породой, чуть-чуть, может быть, ахалтекинской. Ахалтекинская, раз я сказал про нее, скажу, что она самая древняя. Хотя хвалят арабскую, что она древнее, нет. Ахалтекинская древнее порода. Она, наоборот, улучшила в какой-то степени арабскую породу. Во время войн наибов пророка Мухаммада много пород завезли в арабские страны, в том числе ахалтекинскую породу. О карачаевской породе
Значит, да, еще есть такое мнение, тоже новое появилось оно, ряд лет тому назад появилось. Европейские и американские ипологи, иполог — это ученые по коневодству, начали писать о том, чтобы евразийский континент не имеет исторической такой истории. Тут, черт, забыл это слово. Становление лошадей. Якобы они до большого ледникового периода, ледниковых периодов было много, но большой был один. Они перешли из Америки, тогда был перешейк, сейчас то, что сейчас называется пролив, он был перешейком, вот по этому перешейку они перешли сюда. И они пишут 3 породы. Ну, я с этим не совсем соглашаюсь, потому что вряд ли они могли быть породами. Это, скорее всего, были 3 типа. Верховой тип, вот это, они ушли в степи. Крупный тип, по которым требуется обилие кормов, большое количество изобилия кормов. По поймам рек они паслись. Это их можно сравнить с современными тяжеловозами. Они ушли в Европу. И лесной тип, ну это типа монгольского, якутского, и ряд, если до сих пор называются лесными лошадьми, ряд пород таких есть. Карачаевская порода относится вот именно к этим степным породам лошадей, откуда пошли киргизская, халтикинская, ямутская и так далее, эти породы. Она очень древняя. Значит, если, допустим, киргизская пишут 5000 лет, значит, и нашей. Но наши возили анализы на ДНК во Францию. Французская лаборатория выдала, что карачаевской породе не менее 3000 лет. Так что, если остановимся даже на этих 3000, это довольно древняя порода, ну, сравнить не с кем. По крайней мере, в России, как я уже сказал, в России она самая древняя. Вот. Если, дай Аллах, чтобы было принято такое решение создать маленькие, небольшие. Да, кстати сказать, вот наш Карачаевский конный завод до сих пор является государственным, только местного значения. Спасибо нашему главе Карачаево-Черкесии Темрезову Рашиду, который вник в это дело и сказал: все, завод продаваться не будет, ибо очень много было желающих приобрести этот конный завод. Вот. Мы были обеспокоены этим, писали во все станции, просили, чтобы не продавали, сохранили конный завод. Те, которые хотели купить, говорили, что будут заниматься коневодством. Ну, и у них другого пути нет, им иначе бы не продали. Но мы им не верим, потому что очень уж соблазнительная территория конного завода рядом с Кисловодском, земли смежные. В Кисловодске самом нету такой земли, как на территории конного завода. Там ровная плата до самого Бичесына. Строй, что хочешь. Вот, поэтому вот я еще раз благодарю главу Карачаева-Черкесии, что он вник в это дело и объявил о том, что конный завод был сохранен. Ну а в ближайшем будущем, я думаю, что все-таки президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет это решение об охране отечественных пород.